Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у Марии Зацепиной. Знакомьтесь, Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И проект мы вам покажем. Сегодня я приехал к вам не просто так в гости, а приехала за интересным мастер-классом. Глядя на наш стол, уже понятно, чем мы будем заниматься сегодня, да? Да, сегодня мы будем заниматься вязанием крючком в технике амигуруми, то есть это вязание по спирали. То есть вот традиционное вязание, о котором помним мы все с детства, да, это носочки, это шарфики, это спицы и там шерстяные нитки обязательно. Сегодня современный мир вязания дает другие возможности совсем, да. Мы видим, что и приспособления немножко изменились, и материал другой. Вот давайте начнем поэтапно. Вы с чего вдруг начали вязать? Вязание я начала спицами. Это было более 20 лет назад, когда я родила первую свою доченьку. И мне очень захотелось чем-то ее порадовать, чтобы это было свое. И я начинала вязать пинетки. Начала с пинеток, и потом пошли шапочки, костюмчики. Все это было спицами. После захотелось мне вот освоить технику уже крючком. Более современно. Да, более современно что-то. И вот пошли у меня первые куклы, игрушки в технике амигуруми. Ну, то есть техника амигуруми только кажется на слух, что очень что-то сложное, иностранное, необычное. На самом деле? На самом деле это все просто, тем более сейчас век цифровых возможностей, можно посмотреть любые мастер-классы, да, в интернете, поэтому надо знать минимум, что такое петля воздушная, да, прибавка, убавка и столбики. И с этих столбиков можно связать уже все, что душе угодно, как бы не ограничивать себя. Возможностях, да? Ну, начнем давайте вот все-таки впереди у нас Новый год. Начнем, пожалуй, вот представителя, символа следующего года, это со змейки, да? Но мне кажется, вот здесь вообще незамысловатая конструкция, да? Вот если говорить вашим правильным языком, сколько здесь, какие петли, какие? Здесь начинается, получается, мы вяжем с головы нашей змейки, набираем цепочку с воздушные петельки и столбики без накида, то есть в каждую петельку провязываем свой столбик без накида и прибавочки, убавочки, как бы тут минимум. В начале головы мы прибавляем, потом в конце мы убавляем, и уже туловище нашей змейки идет без убавлений, без прибавлений. Внутри у нее каркас проволоки, поэтому ее можно в любую позу поставить, да, форму ей придать. Глазки крепятся уже по факту, когда у нас готовая змейка, ну и украшаем мы, получается, ее на любой вкус, как вам угодно. Но я здесь чувствую, что у нас как бы помимо проволоки-то еще что-то есть. Здесь, да, если смотря какой толщины будет ваше туловище, можно вставить, получается, проволочку берем, да, отмеряем нужной длины, какой вы хотите, чтобы у вас была змейка. Вставляем, получается, в голову мы ей делаем петельку. Фиксировать можно либо скотчем, либо лейкопластырем. Вставляем в голову и тело уже вяжем, получается, по мере тела, когда наполняете, получается синтишаром, вот, либо синтепоном, либо можно обмотать ватным диском и ниточкой. Ну, то есть все, что у вас есть под рукой, и сделать вот по толщине туловища. И прелесть этих замечательных таких презентов в том, что вот, пожалуйста, можно, вот как вы сказали, придать любую форму этой змейки. Да, это можно и, например, ребенок может и на руку вместо браслета одеть, да, и на шею повесить вместо колье, использовать в любом. И на елку новогоднюю повесить, да, то есть, в общем, змейка, она точно весь год в одной позиции не будет, скучать не придется. Хорошо, давайте поговорим все-таки про материал. Какой материал вот использовать для, допустим, подобных игрушек? Для подобных в основном здесь используется вот хлопок, да, ярд, бегония, тоненькая ниточка, тогда они получаются маленькие. Можно использовать, конечно, вот плотные нитки, да. Тогда ваша игрушка, конечно, будет выглядеть побольше, помассивнее, потому что за счет петель она будет увеличиваться. Даже если из одинакового количества петель, например, связать из таких ниток будет вот маленькая, связать из побольше, она сразу вот вырастет в размерах. Разница только в этом. А использовать можно, да, любую абсолютно пряжу. Здесь не играет роли.
Вот красавица. Символ Нового года, елочка. Здесь тоже? Здесь тоже использовалась техника амигуруми. Начинали мы, получается, с воздушных петелек. В основном всегда во всех вязаниях начинается 6 петель, связываются в колечко, и потом уже идут, получается, прибавления. Либо вяжем мы с донышка, тоже также используем 6 петелек в кольцо. Связали нужный нам диаметр елочки, получается, и потом идем уже на убавление, там, кому как удобно. То есть здесь два пути? Да, здесь два пути, здесь можно кому как удобнее. Да. Ну, то есть отлично. А теперь давайте по порядку. Вот самые основные петли, которые используются при технике амигуруми, и вот как прибавить и как убавить. Так, ну вот давайте начнем, покажем, вот, например, с елочки. Возьмем мы, получается, пряжу потолще, чтобы было видно. Крючки используются разные, вот 1,5 миллиметра получается тоненький крючок. Можно взять, вот двойные есть крючки, 2-3 миллиметра. За счет того, какой толщины вы возьмете крючок, тоже будет зависеть изделие. Будет побольше петелька, либо поменьше. Начинающим вязальщицам, да, я советую взять крючок, конечно, поменьше. Я сама люблю вязать поменьше, чтобы петли сильно не раскрывались и не было больших дырочек, потому что в дальнейшем мы ее будем набивать синтепухом, и если у нас будет слишком большой крючок, будет дырочки в петельке, и будет у нас виднеться синтепон. Так, ну вот основная техника у нас кольцо амигуруми. Мы обмотаем пальчик, получается, заводим крючок, захватываем ниточку, и у нас уже вот получилась вот такая петелька. После этого мы длинную рабочую нитку еще раз захватываем, и вот у нас получилась первая петля. Также вот мы делаем, продолжаем еще 5 петелек. То есть все в этом кольце? Да, все мы обвязываем колечко, получается. После того, как мы, получается, свяжем это колечко, вот 6 петелек мы сделали, мы его просто берем за ниточку и стягиваем. Получается, мы стянули, вот у нас уже получилось, вырисовалось колечко. Как вы говорите, обычно 6 достаточно? Да, 6 петелек в основном как бы самый оптимальный вариант. Потом мы начинаем прибавлять в петельки. Все, мы, получается, желательно, конечно, иметь маркировочную ниточку, да, уже опытные вязальщицы могут на глаз, могут пластмассовые булавочки брать. Мне удобнее получается вязать маркировочной ниточкой. Мы соединяем, вот делаем первую петельку, наше колечко соединили. Да, мы соединили вот общее колечко, которое мы сделали, и все, и уже здесь я вставляю, получается, ниточку. И мы начинаем провязывать. Идем после сразу 6 петелек на увеличение. То есть мы в каждую нашу получившуюся петельку провязываем столбики без накида. Это вот захватили ниточку и провязали, получается. Опять ввели в эту же, вытянули рабочую ниточку и провязали 2 петельки вместе. Это у нас получилась одна прибавка. И так мы, получается, продолжаем в петельке всего нашего ряда. Вот второй ряд у нас пошел, получается. Продеваем, получается, в ниточку в нашу петельку. У нас на крючке по 2 петли. И протягиваем рабочей ниткой, получается одна. Это у нас первая петелька получилась. Также мы, когда делаем прибавку, в эту же петельку вводим еще раз крючок. Опять подхватили 2 петельки у нас на крючке. И опять протянули одну петельку. То есть дважды в одну? Дважды в одну петельку. Тем самым у нас расширяется? Расширяется, да. У нас площадь расширится. И уже получится увеличение в связи с тем, что у нас не будет стянутая игрушечка. Она уже пойдет на увеличение. Вот такое увеличение мы, получается, будем делать до нужного нам диаметра. Но каждый раз мы будем в новых рядах прибавлять. Если в первом ряду мы связали прибавку в каждую петельку, то дальше, когда мы идем на увеличение, мы будем вязать через одну. То есть следующий ряд у нас должен будет связаться одна петелька, получается, без накида, идет в свою петлю предыдущего ряда, а вторая петелька у нас уже пойдет с накидом. То есть в соседнюю мы будем уже провязывать 2 петельки. И так мы идем до конца ряда. Одна петелька провязали, и идем столбик второй у нас уже с прибавочкой, то есть 2 раза мы в нее провязали. И так мы идем полностью до конца ряда.
Следующий ряд для увеличения у нас будет идти 2 петельки, 2 столбика с накидом у нас будут идти. Третий ряд у нас пойдет 3 столбика, потом прибавочка и до нужного нам диаметра. Ну, то есть процесс такой достаточно сначала как будто бы сложный, но если это все понять и выучить и соблюдать все правила, то достаточно быстро и легко вяжется. Да. Ну вот, допустим, это за сколько времени? Ну, эта змейка, если сесть и не отвлекаться, связать ее можно, ну, связать, я так думаю, минут за 30-40, смотря какой длины. Да. Если хотите маленькие змейки, они вообще будут вязаться очень быстро. Здесь просто размер около 40 сантиметров, поэтому как бы затруднительно вязать, когда обвязываешь проволоку. А выучить петли сейчас очень легко, нет ничего сложного, главное считать, конечно же. В чем плюс техники амигуруми и вязания крючком от спица отличается, что здесь, если, например, начинающие вязальщицы пропустили петельку, да, она никуда не распустится, не будет там ни дырочки, там ничего, она просто стянется. И вы можете, если считаете, ведете, довели до конца, вот маркировочную посчитали, что у вас не хватает какой-то там петельки, да, вы, нет, не распускать, вот именно, что не надо здесь распускать, да, как, например, в вязании спицами, вы просто, например, в следующем ряду доделываете прибавочку. И у вас получается, там, если чуть-чуть, чтобы не было распускать, либо лишнюю когда-то связали, сделали наоборот убавочку. В следующем ряду можно исправить. Да, исправить можно, и как бы это не будет визуально заметно сильно, да. Здорово. Так, ну это вот мы говорим про определенный, да, вид крючка. Нет, в основном все игрушки, да, все игрушки, получается, которые вяжутся, они вяжутся вот в такой технике, используются, потому что вязание по кругу в основном у нас идет. Длинные мы можем, да, там продолговатые, круглые формы. Это все зависит от прибавочек и убавочек. Ну что, дорогие друзья, если вдруг вы не совсем запомнили, как нужно делать хотя бы вот первые ряды, достаточно лишь пересмотреть наш выпуск программы в социальной сети, замедлить, внимание, замедлить и внимательно еще раз прослушать нашего уважаемого гостя. Там все понятно, то есть куда входит крючок, что подвязываем, что выводим, какую ниточку, все в принципе понятно. Самое главное пробовать, да? Да. Ну и по технике амигуруми сразу видно, либо это работа красивая и четкая, либо это вот все время с какими-то нюансами, да? Ну, то есть тут сложно будет не увидеть, что ты что-то делаешь неправильно, да? Да, в процессе вязания, получается, игрушка, она уже сразу приобретает, получается, свой образ. И по ходу вязания вы увидите длину, какую вам надо, например, да, ширина этого изделия. И вот за счет вот этих вот прибавочек и убавочек вы можете спокойно регулировать на ваше желание. Хорошо. Вот давайте поговорим об отдельной истории. Это куклы. Вот мы сейчас покажем, какие работы есть, да. Это просто шедевры, я бы сказала, да. С чего вдруг решили создавать такие интересные и необычные куклы? Ну, после вязания спицами я решила освоить крючок. Это было где-то около 5 лет назад. И почему-то, ну, очень хотелось сделать куклу, так как у меня, наверное, 3 девочки, дочки, поэтому хотелось что-то сделать интересное. И решила я начать с кукол. Вот, например, в шапочке была моя первая кукла. Тогда как бы опыта у меня не было, взяла первую попавшуюся пряжу, по цвету более напоминающее тело, да, и решила связать. В интернете сейчас очень много, получается, мастер-классов, которые можно в свободном доступе, да, получить. Вот так же я начала вязать, пытаться тренироваться, набирать эти петельки, воздушные петельки, столбики, понимать, что это вообще такое. Ну, первая, конечно, там, можно сказать, комом, получилась она так очень красиво. Своеобразная, да. После, в связи с тем, что по роду деятельности я работала в системе МВД, и среди моих друзей
коллег, да, сотрудников, я решила, что приятно что-то сделать, подарить своими руками человеку, да. Очень тяжело сейчас у нас выбирать подарки, да, угодить. И поэтому я решила, что вот интерьерная куколка, конечно, будет очень по душе придется человеку. И начались у меня, получается, куклы. Пробные варианты вот были это. После, эта куколка у меня 4 года простояла в моем кабинете. Рыженькая в отделе. Да, была нашим символом, да, как бы мы талисманом ее называли, нашего отдела. После пошли, получается, куклы уже вот сотрудников, тоже были на юбилей, на дни рождения. Техника легкая, да, связать может любой, что лишь бы было время свободное. И зато очень много эмоций получает человек, да, когда он получает данную куклу. Также вы можете, получается, подбирать цвет глаз, цвет волос, да, и каждая куколка вроде бы связана в одной и той же технике, но имеет разное выражение лица, да, скажем. Но это вы, наверное, уже как профессионал своего дела, у вас куклы, наверное, немножко оживают, и поэтому вы видите разные выражения, разные эмоции, разное поведение, да, наверное, их там... А вот по поводу одежды, эта одежда вся сделана тоже вручную? Да, эта одежда вся сделана, получается, вручную. Используются атрибуты, вот, ну, готовые звездочки, например, да, которые есть на погонах у нас. Также кокарды, тут приходится немножко колдовать, что-то там подогнуть, отогнуть, отрезать, чтобы получились вот такие необходимые. Также вот получается лампасы и тому подобное, это используется тоже обычная нитка. Сшили и вот клеем приклеили, получается, нужную полосочку, и получается как будто уже форма готовая, как с магазина. Ну, конечно, этот процесс сложно будет показать, процесс создания куклы в рамках нашего получасового мастер-класса, но у нас есть заготовочка, давайте покажем вообще, из чего состоит кукла. Да, заготовочки у нас, получается, состоят, как я вот здесь сказала, вот, например, ручки у нас используются круговая техника идет, вяжем мы тоже нужной длины. И хочу показать, что используя разного рода пряжу, например, да, вот такой вот хлопок тоненький, получается вот такие вот маленькие куклы. Если вы используете пряжу потолще, вот могу показать на примере, да, размер у нас одинаковый, петелек количество набрали, но вот уже видно, да, даже невооруженным глазом, что ручка уже будет у куколки побольше, значит кукла и в размерах у нас вырастет. Поговорим про скелет куколки. Да, скелет куколки можно использовать вот для таких маленьких кукол. Я использую, получается, например, готовый скелет. Он вот двигается. Да, здесь вот ручки побольше, просто убираю иногда. Он вставляется в ножки и немного наполняется вот синтепухом. А где приобретают это? Это все у нас сейчас очень много, да, магазинов рукоделия и в городе Якутске находится, можно купить. И маркетплейсы, да, разного размера, они идут в высоту, можно сделать куколки. Но для таких маленьких, да, вот она подойдет. Для более больших кукол держать тяжелее ее, да, каркас. Я использую, например, тоже вот проволоку, она используется флористическая проволока, жесткая, плотная, да, и мы, например, тоже, если мы вяжем, скажем, ножку, вот покажу, вязание самой, вот стопы она идет, набираем, да, обязательно у нас должен быть какой-либо каркас в эту ножку, чтобы она была устойчивая, у нас стояла. Использовать можно все, что угодно. У меня вот была такая доска для нарезки, да. Можно использовать пластиковую крышечку, можно использовать и картон плотный. Получается, когда мы связали начало стопы, по кругу, да, мы ее обводим, вырезаем, и получается у нас уже вот готовая стелечка есть в ножке. Плотная, чтобы у нас потом в дальнейшем кукла, например, мы ее гнули, и она устойчиво стояла, когда мы ей приделаем голову. Я сначала подумала, что это картон, на самом деле это разделочная. Это пластик, да, разделочная досточка обычная используется, вот тоненькая. Все, что есть в доме под рукой, можно использовать и сделать куклу.
Также вот потом после мы используем, если мы делаем ножку, проволоку, тоже берем приблизительно, загибаем, получается, проволочку, петельку делаем, да, обмотать ее, как сказала, можно чем угодно, скотчем, лейкопластырем удобнее как бы обматывать, что оно потом не скользит. И все. По ходу вязания, когда мы сформировали ей уже ножку с убавочками, мы вставляем наш каркас в нее и начинаем наполнять синтепухом. Синтепух это лучше наполнитель, да? Да, он удобный, да, в шариках получается идет, его удобней наполнять деталь. Многие используют палочки для суш, да, я использую, вот, например, карандаш, да, здесь у меня стирательная резинка, и она удобнее тоже утрамбовывает, как бы не дает скольжению. И ножки обязательно надо наполнять плотно по ходу вязания. Так, в принципе, здесь все понятно, да? Вот так вот, получается, это не раздельные детали, это все цельное, да, идет? Нет, вяжутся у нас ножки отдельно, да, две ножки отдельно вяжутся, и в процессе потом вязания мы их соединяем воздушными теми же петельками, вот получается, между ножек, и потом идем уже в круговую вязать туловище. Тоже так же, где-то, где бедра у нас чуть-чуть пошире? Да, чуть-чуть пошире, потом мы делаем талию, небольшие убавочки, да. И дальше доходим до ручек. Когда мы связали ручки, это тоже две отдельные детальки у нас идут. Две ручки. Две ручки, да. Ручки мы не наполняем плотно, немножко только наполняем саму кисть у нас, да, где будет сгиб идти. А здесь вообще буквально несколько шариков синтепуха, да. И уже потом в процессе, получается, вязания мы их просто так же по кругу ввязываем. Сначала мы берем нижнюю часть, привязываем к нашему туловищу, проходим до конца круг, потом у нас уже идет верхние петельки ручки, мы ввязали. И у нас также остается, получается, дырочка, где мы в процессе будем вставлять проволоку. Проволочку мы тоже берем в такой же технике, получается. Также сгибаем по размеру, чтобы у нас влезла ручка, да. Вставили, вот она у нас уже гнется, мы можем ей любую придать. И вот в таком состоянии у нас, да, мы когда вот связали ручки, мы с двух сторон, получается, вставляем. У нас вставляется в тело проволочка. И уже остается даже место тоже для головы, для нашей шеи, чтобы она вот также вот села и держалась. Так, с туловищем разобрались, в принципе. Ножки отдельно, потом ввязываем в туловище, от туловища ручки ввязываем в туловище, голова. Голова у нас, ну, самое простое здесь, мне кажется, в вязании – это голова. Здесь нет ничего сложного, точно такой же в технике, как мы начинали, сделали колечко. Пошли у нас прибавочки до нужной ширины головы. Ну, вот здесь у меня прибавочка идет до 8 петелек плюс прибавка. Далее мы вяжем без прибавок, без убавок нужную высоту нашей головы. Идет по ходу вязания. Мы вставляем, например, петельки, если они у нас вот гвоздиками идут. Глазки. Глазки, да, вот и идут гвоздики, и нам надо будет проткнуть, значит, мы протыкаем и сразу же ставим там заглушечку на ширине, где-то пока у нас не начались убавки. Если это у нас пришивные, например, как в этом варианте, мы их можем связать полностью голову, после пришить глазки, да. И заканчиваем мы вязание также убавками. Если, например, у нас здесь вот было 8 петелек плюс прибавка, самая большая ширина, то убавление мы начинаем также наоборот. 8 петелек убавка, следующий ряд 7 петелек убавка, и так доходим до, получается, нужного нам диаметра шеи. И потом фиксируем это все. Потом мы, получается, либо у нас это вот готовый каркас идет, мы одеваем, получается, нашу головку к шее, либо это у нас вот проволочный каркас, и также оставшийся от ручек мы точно так же, получается, на него мы садим шею. Фиксируем клеем или чем? Нет, мы ничем, мы фиксируем только вот с помощью, например, либо кто-то от головы оставляет ниточку, пришивает, я оставляю вот ниточку на шее, да, на туловище, получается, шея у нас.
И мы ее просто по кругу, получается, пришиваем. Скажем, ну вот здесь покажу вот на готовой ниточке. Захватываем, да, просто захватываем петельку у шеи нашей, да, и петелечку, получается, берем у головы. И все, и вот в таком, получается, ключе мы идем по кругу, и наша голова вот будет уже держаться, получается, шеей. Вот такую красоту можно создать своими руками. Главное знать технику амигуруми. Да. И если вдруг вы хотите изучить эту технику, пересмотрите наш выпуск в социальных сетях. Мария вроде бы все объяснила очень доходчиво, очень просто, простым совершенно языком. И вот если хотите вот такие интерьерные куколки создать своими руками, ничего сложного в этом нет. Нет, главное не бояться пробовать, и все, конечно, получится. Мария, спасибо большое вам за прекрасный мастер-класс. Мы восхищаемся вашими работами, вашим увлечением. И мне кажется, здорово было бы ваши знания передавать другим и, так сказать, монетизировать свое увлечение. А почему бы и нет? Мне кажется, многие захотят сделать что-то вот такое своими руками, а значит, люди пойдут на мастер-классы. Ну да, я возьму это на заметку. Теперь я в свободном полете нахожусь, и надеюсь, у меня будет больше намного времени использовать. Да, советую всем начать вязать. Это очень успокаивает, да, когда, получается, вы вяжете петелька к петельке, мысли встают в голове в нужный ряд, и можно отдохнуть от суеты. Поэтому мамочкам даже вот в декрете, да, либо выходной день связать там 2-3 рядка, и, грубо говоря, за месяц у вас может родиться кукла. Когда появится первая куколка, сделанная своими руками, это будет буря эмоций. И это будет такой явный трамплин к тому, чтобы делать еще ей какую-то подружку или друга, и, собственно, и понеслась. Да. Хорошо. Спасибо большое, Мария. Мы желаем вам творческого вдохновения в первую очередь. Ну и, конечно, вот побольше каких-то таких вот замечательных куколок, чтобы они все-таки украшали этот мир, потому что, ну, как куклы нужны всем, как взрослым, так и детям. До новых встреч, увидимся!